У эфире программа «Объективно», у якой мы фокусируем объектив нашей телекамеры на актуальной проблеме, что находится на контроле уладаў, спробуем объективно у ёй разобраться. Аршанскі район – рэгіён апераджаючага развіцця. На ім апрабоўваюцца новыя заканадаўчыя ініцыятывы, падыходы ў рашэнні тых ці іншых праблем жыццядзейнасці. З пачатку года на тэрыторыі Аршаншчыны дзейнічае указ нумар 506, які прадугледжвае шэраг прэферэнцый для суб'ектаў гаспадарання. Што за норма ўтрымлівае гэты документ, які ўплыў яны аказваюць на эканоміку района? Паспрабуем разобраться объективно. Указ номер 506 об развитии Орши и Аршанского района дзейнічае с пачатку гэтага года. Документ рознабаковы, уключая в себя несколько подпрограмм. У нас 18 подпрограмм вообще запланировано по реализации по Аршанскому району. Это как и промышленность, агропромышленный комплекс в сфере транспорта, в сфере туризма, умный город. И в каждой определены целевые индикаторы, определены мероприятия, то есть что мы должны достигнуть ежегодно, то есть включая по 2023 год. Вот если взять такую подпрограмму, как промышленность, то за первый квартал мы уже приросли на 9,1% к уровню прошлого года, это по индексу физического объема. То есть это показатель, который выше, чем и в среднем по области, выше, чем в среднем по Республике Беларусь. Если взять под программы такие, как по транспорту, по умному городу, закладывается, значит, финансирование, конечно же, под эти программы с разных источников. Источники это как и собственные средства предприятия, организации, это кредитные ресурсы, всевозможные, через Банк развития и через другие коммерческие банки. Это и заемные средства, это и бюджетное финансирование, всевозможные инновационные, инвестиционные фонды. То есть мы каждый проект, который заложен, мы его уже, значит, проработали с точки зрения финансовой. То есть, исходя из этого, то есть и в указе, и в постановлении Совмина, то есть прописаны те проекты, которые у нас уже подкреплено финансово. Но это не значит, что мы останавливаемся на месяце. То есть у нас и сейчас вот по итогам вот уже текущих 4 месяцев мы видим уже, что инвесторы к нам приходят. Одна з задач указа номер 506 – активізувати ділову ініціативу, створити суб'єктам господарення більш сприяльні умови для розвиття, у тим ліку і за кошт податкових преференций. Для субъектов хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения, используется пониженная ставка. Так, для субъектов, которые производят товары собственного производства, ставка установлена в размере 1%, а те, которые оказывают услуги либо выполняют работы, 2%. Общеустановленная ставка, напомню, налога при упрощенной системе налогообложения составляет 5%. Кроме того, субъекты Аршанского района имеют право на увеличенный инвестиционный вычет. По зданиям и сооружениям он составляет 30%, общеустановленная ставка 15%, по машинам и оборудованию до 50% могут относиться на затраты. Общеустановленная ставка 30%. Субъектам хозяйствования в случае оказания безвозмездной помощи при передаче имущества данное имущество не облагается у них налогом на прибыль, а передающая сторона включает это имущество в инвестиционные расходы, учитываемые при налогообложении. При строительстве объектов на территории Аршанского района данные субъекты хозяйствования будут иметь право на полный вычет по налогу на добавленную стоимость. Скарыстацца прэферэнцыямі згодна з указам могуць суб'екты гаспадарання, зарэгістраваныя ў Аршанскім раёне, якія атрымалі сертыфікаты тавараў, работ ці паслуг уласнай вытворчасці. Выдачай такіх сертыфікатаў займаецца мясцовы філіал Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Торгово-промышленная палата активно включилась в выдачу сертификатов продукции, работы и услуг собственного производства. Уже на сегодняшний день получила больше 80 субъектов хозяйственного Аршанского района такие сертификаты. Предприятия имеют право получить налоговые льготы по уплате налога по упрощенной системе налогообложения и по ФЗН, а также земельного налога и налога по НДС при ввозе импортного оборудования. И индивидуальные предприниматели, которые оказывают просто даже единичные услуги, и крупные предприятия, крупный бизнес. И всем как бы заинтересованы. Есть такие даже предприятия, которые перерегистрировались к нам в Аршанский район и развивают здесь теперь свое производство. И есть уже даже те предприятия, которые просто открываются в Аршанском районе. Есть. К нам пришло 2 предприятия, которые открылись, одно из которых открылось в поселке Балбасово.
Для невялікага аршанскага прадпрыемства па пашыве адзення указ нумар 506 адкрыў новыя перспектывы. Прадпрыемства на рынку з 2009 года. Пачыналі зусім з малога. Некалькі работнікаў і арендуемае памяшканне. Сёння на прадпрыемстве заняты 1,5 дзясятка супрацоўнікаў, а швейныя вырабы зоршы прадаюцца не толькі ў Беларусі і Расіі. Пастаўкі ідуць у Польшчу, Чэхію, Нідерланды і Германію. Дзякуючы прэферэнцыям, прадугледжаным новым заканадаўствам, задумаліся аб пашырэнні вытворчасці. Для нас, как предприятие, которое уже получило сертификат происхождения товара по этому 506 указу, основное – это снижение налоговых ставок, потому что мы, как работаем по упрощенной системе налогообложения, было 5%, на данный момент это 1%. Естественно, это освобождает большое количество оборотных средств, так как эта программа рассчитана на 5 лет, то можно посчитать, что это достаточно большая финансовая помощь для предприятия своеобразная, и эти оборотные средства мы можем вовлекать как покупку нового оборудования, новых материалов. На нашем предприятии работают около 15 человек вовлечено, и мы задумываемся уже о расширении. Кроме той преференции, которая говорит о понижении налоговых ставок, есть понижение ставок по фонду социальной защиты населения, которых можно воспользоваться тем, чтобы повысить заработную плату тем же работникам предприятий, которые у нас работают, для того, чтобы было более привлекательны наши рабочие места. 506 указ прадугледжвае таксама мараторый на праверкі кантралюючымі органамі суб'ектаў гаспадарання з накладаннем штрафных санкцый. 506 указом установлен запрет на проведение выборочных проверок в течение 5 лет. То есть до 31 декабря 2023 года выборочные проверки в отношении субъектов Аршанского района не проводятся. Мы в отношении таких плательщиков сделали свой упор на профилактический предупредительный контроль, в рамках которого мы проводим камеральные проверки и проводим мониторинги субъектов хозяйствования. Данный контроль не предусматривает привлечение субъектов хозяйствования к административной ответственности. Субъект хозяйствования всего лишь исправляет те ошибки, которые допущены данными субъектами. На самом деле большой плюс, просто он высвобождает очень много свободного времени для того же руководителя. То есть для каждой проверки необходимо подготовить определенное количество документов, пригласить проверяющих, потратить на это время. И опять же, то, что на данный момент этого не будет, и ты спокойно работаешь, и это время просто ты тратишь на то, чтобы создать какие-то определенные, в нашем случае, там, модели, потратить время на то, чтобы трудоустроить людей, объяснить им, что они должны делать, и просто потратить это время на развитие своего предприятия. У прадпрыемства зараз ёсць сваё уласнае памяшканне. Набылі яго за одну базовую величиню. То есть у нас сначала были арендуемые площади, теперь у нас недвижимость в собственности. Мы можем спокойно работать и делать любые изменения, которые нам нужны, не боясь, что нас потом попросят там или уехать, или какие-то эти изменения уже мы не сможем забрать с собой, скажем так. Теперь мы полностью вкладываем душу в свое здание, в котором работают наши замечательные девочки, и хотим опять же туда пригласить еще столько же девочек, чтобы мы смогли творить красоту в большем количестве. Галоўны офіс прыватнага прадпрыемства па вырошчванні саджанцаў дэкаратыўных раслін знаходзіцца ў Мінску. У Оршы ж размясціўся вытворчы цяплічны комплекс, на якім заняты 40 чалавек. Прадпрыемства таксама змагло скарыстацца прэферэнцыямі 506 указа. 506 указ президента нам позволил уже немножко поднять уровень заработных плат за счет полученной льготы. Уровень заработной платы увеличивает мотивацию сотрудников. Мы планируем развивать наше производство, будем увеличивать количество рабочих мест, и развивать наше предприятие и экономику Аршанского региона и Орши в целом. Указ дзейнічае пакуль занадта кароткі тэрмін, каб рабіць глобальныя высновы аб эканамічным эфекце. Тым не менш, аб некаторых выніках ужо можна гаварыць. За первый квартал воспользовались льготами в рамках 506 указа ровно 50 субъектов хозяйствования. Они оставили у себя 110 тысяч рублей на сегодняшний день. В целом же у нас на сегодняшний момент субъектам Аршанского региона относятся 90 субъектов хозяйствования, которые, в принципе, отвечают всем критериям. Если говорить гипотетически, то на сегодняшний день еще дополнительно порядка 2000 субъектов хозяйствования при условии получения сертификатов продукции собственного производства либо работ услуг собственного производства могут относиться к таким субъектам хозяйствования и использовать налоговые преференции. В течение года они могут сэкономить порядка 2 миллионов рублей. Но есть и другие моменты. Я считаю, что бюджет от этого не должен потерять, потому что первый
квартал показывает цифры о том, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года, значит, у нас темп роста составил 108% по Аршанскому району. Среднеобластной показатель у нас составляет собственных доходов 103,7%. Поэтому за счет роста субъектов хозяйственного, увеличения их налоговой базы мы рассчитываем на то, что нам, в принципе, удастся сохранить бюджет Аршанского района, а возможно его и увеличить даже. Акрамя 506 указа распрацоўваюцца і іншыя заканадаўчыя акты, закліканыя даць штуршок эканамічнаму развіццю рэгіёну. Ну, перспективу, конечно же, мы видим и в том, что глава государства подписал указ 106 о создании особой экономической зоны Бремена-Орша, который вступит в силу в июне месяце. Сейчас вот идет проработка и там плана мероприятий по реализации данного указа. И вот участок, который определен возле городского поселка Балбас, земельный, то есть в первую очередь мы уже открыли, это в феврале месяце у нас заработала логистическая. Сейчас мы прорабатываем вопросы по созданию предприятий с участием иностранного капитала. То есть эта проработка идет, вот указ как вступит в силу, я думаю, что мы уже будем показывать примерами, то есть все предприятия, которые будут у нас зарегистрированы на территории нашей особой экономической зоны Бремена-Орша. Аршанскі раён свайго кшталту эксперыментальны, на прыкладзе якога плануецца развіваць і іншыя. Станоўчы вопыт будзе перанесены на рэгіёны краіны, суадносныя з Аршаншчынай па колькасці насельніцтва, эканамічнаму патэнцыялу. Мы очень плотно работали в 2018 году над проработкой указа 506 для того, чтобы все туда заложить, все сферы жизнедеятельности, касающиеся не только реального сектора экономики, это и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Та основа, которая есть, то есть она действительно позволяет смотреть позитивно, значит, на ближайшие годы. То есть я говорю, мы уже и поэтому к 2019 году уже показываем в начале года, что мы по многим показателям уже даем довольно-таки значительный рост. Вот если взять даже инвестиции в основной капитал, они у нас практически в 2 раза увеличились. Строительно-монтажные работы в 3 раза. То есть это не на проценты, это уже в разы идет. То есть, конечно же, это все даст отдачу и в последующем. Ці адчуваюць жыхары Аршаншчыны змяненні да лепшага ў сваім рэгіёне? Такое пытанне мы задавалі выпадковым мінакам на вуліцах горада на Дняпры. Рабочие места, я так думаю, со знакомых вроде бы как находятся. Вроде бы есть продвижение. Зарплата повышается, хоть понемножку, но выше, что еще? Жизнь улучшается, идет к лучшему. Рабочих мест не прибавляется. Но это мое сугубо личное мнение, поэтому я не знаю. Учителей в школе не хватает, выходят пенсионеры, молодые работать не хотят, потому что очень маленькая заработная плата. В Орше много изменений, но еще бы лучше бы, если бы начали работать наши заводы, чтобы было больше рабочих мест. Вот это желательно было бы в Орше. А так вообще изменений много, сами видите, что чистый, прекрасный. И создаются рабочие места, много появилось индивидуальных предпринимателей, открываются новые парикмахерские, услуги бытовые появляются. С каждым годом как-то все более улицы наши чище, аккуратнее. С рабочими местами, я думаю, что проблема, особенно для молодежи, без опыта работы, очень тяжело куда-то устроиться. Город преображается в плане озеленения, обустройства, на предприятиях, на заводах наводится порядок. Вот такое преображение. Но в экономике, наверное, работа еще предстоит. Поработать над этим вопросом, чтобы новые рабочие места создать, зарплату достойную людям. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by змешчаны тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанні адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!